Программа фестиваля ярмарки крафтовых продуктов дистилляции разнообразна. Пятничным теплым вечером на площадке перед отелем в центре красочного Нового Афона участники фестиваля представили не только напитки местного производства, но и фермерскую еду, предметы быта и интерьера, украшения, игрушки, органическую косметику и многое-многое другое. Организаторами мероприятия выступили Союз виноградарей и виноделов Абхазии совместно с культурно-деловой платформой ГУМА при информационной поддержке компании Амобайл. Один из организаторов – автор таких вин, как Анакопия, Диаскурия, Родеда, винодел, селекционер и соучредитель Союза виноградарей и виноделов Абхазии Валерий Авицба рассказал, что подобные фестивали однозначно идут на пользу местному производителю и развитию виноделия в республике. Цель – это популяризация продукта виноград. Особенно надо акцентировать на мелкие предприятия. Мы же знаем, Европа, допустим, Франция особенно, Италия, Португалия, Испания. Там очень сильно развиты мелкие производители. Да, производители, небольшие заводики, да. Но они настолько разнообразные и настолько интересные, что у них идут очень большие соревнования всегда. Сегодня вот это возрождение тех еще древних традиций, да, это возрождение нашего древнего абхазского виноделия, которое имеет высокую культуру. Основная цель проведения фестиваля – выявление местных производителей и оказание им всяческой поддержки. Подобная работа с малым бизнесом в действительности важна в рамках развития внутреннего рынка. На прошедшей ярмарке было представлено множество местных производств. Основной задачей и целью этого фестиваля является выявить, проявить местных производителей и дать им такую площадку, где они смогут встретиться не только с покупателями, но и, возможно, с другими дистрибьюторами. Это возможность им показать свою продукцию и представить, в том числе для гостей нашей страны, настоящую местную продукцию хорошего, высокого качества. Представленные на ярмарке производства в действительности обширны. От ручных поделок и посуды до меда и вин. Каждый гость мог познакомиться со всем разнообразием внутреннего абхазского рынка. На фестиваль приехали многие владельцы малых бизнесов, даже с других концов республики. К примеру, Тенгиз Хвиделидзе приехал из Ачимчирского района. У меня представлен мед майский и забрусный мед. Есть мед в сотах, в разной посуде, в разной упаковке. Есть свечи, тоже пчелопроизводство из воска. Все наше, да. Есть забрус, сам забрус, очень полезный. К сожалению, мало людей знают, что он полезный. Организаторы, они пригласили меня, они часто меня на ярмарке приглашают. Побольше ярмарок, чтобы люди узнавали. Абхазский мед, на самом деле, он полезный мед, хороший мед. Он везде на ярмарках выигрывал и золотые медали, и все. Но, к сожалению, есть такие перекупщики, портят нашу рекламу, наш мед портят. И из-за них уже, к сожалению, на весь мед плохо смотрят люди. А такие ярмарки, они людям показывают, что это настоящий продукт. Ачимчирский мед, лучшие вина, вручную выполненные предметы быта и посуда, сельские продукты и даже косметика Made in Абхазия. На прошедшем фестивале ярмарки потребитель мог найти все, что душе угодно. В Сухуми у нас сертифицированное производство гидролаты, гели для душа, шампуни, скрабы, в общем, все, что нужно женщинам. Да, все ручная работа полностью. Все, что вы здесь видите, это сделала лично я. Натуральных компонентов мы делаем на воске, на пчелином, наш здесь местный, на маслах. В общем, все, что здесь местное. Вот здесь эвкалипт, лавр, все тоже наше. Все из нашей продукции. Ну и, конечно, на фестивале крафтовых продуктов дистилляции не обойтись без непосредственно самих напитков. Саид Смыр, студент агроинженерного факультета АГУ. В рамках кафедры технологий субтропических и перерабатываемых продуктов студенты изготавливают слабоградусную лимончеллу и несколько иных видов продукции. На ярмарке у стенда ребят множество гостей, желающих ознакомиться с продукцией. И, кажется, все остались довольны. Мы представляем свою продукцию именно лимончелло и ягодный микс. Лимончелло у нас состоит из цедры, лимона, апельсина и мандарина. Также с добавлением вакуума сусла и добавлением лимонного сока. Мы производим все сами, все цитрусы у нас
которые произрастают на территории Абхазии. Мы все с деревень, наши студенты многие живут в деревнях, и они привозят всю эту продукцию, и постепенно мы сами. А это производство именно внутри факультета, это все делает факультет. На настоящем празднике вкусов и ощущений выступил вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», а также артисты других государственных коллективов. Прошли тематические лекции, мастер-классы, нетворкинги от производителей. Гости могли пострелять из лука, угоститься приготовленным на вертеле теленком и ароматными закусками. В общем, полноценно погрузиться не только в разнообразие напитков и явств, но и в саму абхазскую культуру со всем ее богатством и колоритом. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.